Марку Николаевичу Жиркову еще не раз придется спасать свою кузницу кадров. Но, несмотря на тяжелейшие обстоятельства, будет вести ее шаг за шагом к самостоятельному музыкальному театру-студии. А пока и государственный хор, и инструментальный ансамбль, танцевальная труппа из артистов же хора работали при Якутском драматическом театре. После прекращенного следствия в театр возвращается режиссер Местников, и они с Жирковым решают все же использовать приобретенный опыт Туяр Мако и начинают работу по созданию второй музыкальной драмы «Джолурияр Нюргун-Батор» «Нюргун-Ботур стремительный». Она стала преемницей традиции, заложенной ими и Аюнским в первой музыкальной драме Туяр Мако. Автором новой драматургической основы Нюргун-Ботура стал Дмитрий Сивцев-Сорун Амалон, писавший: в основу либретто положен текст Аланхо Нюргун-Ботур стремительный, записанный Аросиным. Но в ряде случаев я использовал мотивы из многих других Аланхо. Также я использовал материал из Аланхо аюнского Туяр Мако, к которому я подходил как к фольклорному источнику. Работа композитора Жиркова выходила далеко за границы непосредственного сочинения музыки. Он одновременно собирал, изучал народный мелос и, как обычно, обучал и работал над вокалом со своими солистами и артистами хора. О создании музыкальной драмы «Джолурияр Нюргун-Ботур» он писал: «Музыкальная драма «Джолурияр Нюргун-Ботур» создавалась мною на подлинных народных мелодиях Аланхо типа Джирете-Ире, записанных от сказителей оланхосутов, которые, несмотря на европеизированный гармонический наряд и сопровождение симфонического оркестра, не потеряли своей национальной специфики». Надо сказать, что большая часть мелодического материала Жирков записал из голоса молодого оланхосута Устина Нохсорова. В этой постановке Нохсоров стал и первым исполнителем партии Нюргун-Ботура. Архаические мотивы персонажей дополнительно были записаны с голоса артистов хора Александры Новгородовой для партии Туяр Мако, Михаила Жиркова для Нюргуна-Ботура, Виктора Савина для Воту Сутаки, Дарьи Масоркиной для партии Анна Лахчин-Хотон. И композитору Жиркову, и режиссеру Местникову удалось донести художественно-эстетическую сущность Оланхо музыкально-сценическими средствами, чтобы в этом спектакле показать рождение Саха оперного театра. Именно такую цель ставили перед собой авторы этой второй музыкальной драмы. Премьера «Джолурияр Нюргун-Батор» состоялась 22 марта 1940 года и стала событием большого культурно-исторического значения. Ансамблем музыкантов, играя на скрипке, как обычно, дирижировал сам композитор Жирков. Он же был и хормейстером, и педагогом-солистом. В прессе широко освещаются самые разные взгляды на новую постановку Оланхо. Критику получает не совсем удачное оформление Петра Романова, так как художник Туралысов все еще находился под арестом. Но для зрителей центром события являлись, конечно, актерские работы, в которых ярко высветились вокально-драматические таланты исполнителей, кадров государственного хора под руководством Марка Жиркова. Впечатлили зрителей самые мелодичные песни и танцы удаганок, а из массовых сцен – картина праздничного торжества в честь победы Нюргуна и оживления Туяр Мако, динамичный танец богатырей и заключительный праздничный Осохой. Большой успех музыкальной драмы «Джолурияр Нюргун-Ботур» послужил Жиркову поводом, чтобы создать для государственного хора дальнейший профессиональный рост. В мае 1940-го он добивается преобразования хора в музыкально-вокальный коллектив.
с обучающими отделениями, хоровым, оркестровым, балетным, позднее и сольным с приглашением педагогов. А наиболее одаренные солисты хора направляются на учебу в Воронежское музыкальное училище. Вдохновленный успехом, но учитывая критику ученого Башарина мартовской первой премьеры, Жирков продолжает работу над музыкой Джулуряр-Нюргунбатор и довольно значительно расширяет музыкальный материал, стремясь довести его до масштаба оперного жанра. Дополнительно написана увертюра, музыкальные антракты, 5 балетов, 7 хоровых песен и до 40 арий. В опере максимально использованы народные мелодии олонхосутов и современных якутских песен. Разрабатывая народные мелодии, писал Жирков, мы старались использовать все богатство музыкальной традиционной культуры. В работу над этим расширенным, вторым вариантом музыкальной драмы Джулуряр-Нюргунбатор в новом театральном сезоне включаются и приглашенные молодые москвичи, хормейстер Василий Попов и концертмейстер Полина Розинская, балетмейстер Владимиров Климов. Для спектакля были изготовлены декорации и многие костюмы уже по эскизам художника Туралысова, который вернулся после ареста на свою прежнюю должность главного художника. Подготовка расширенной музыкальной драмы Джулуряр-Нюргунбатор совпала с десятилетием Якутского драматического театра. Это значимое событие культуры отмечалось общественностью республики торжественным собранием и постановкой обновленной музыкальной драмы Джулуряр-Нюргунбатор 4 января 1941 года. Марк Жирков подводит итоги своей работы. Общий объем музыкального текста составляет 600 рукописных листов. Музыка написана для 6 партий инструментов: рояля, первых скрипок, виолина-облигато, вторых скрипок, виолончели и частично для флейты. По жанровым признакам музыка олонхо состоит из увертюры, 8 антрактов к действиям и картинам, 5 многоголосых женских хоров, 36 арий, 6 многоголосых песен для смешанного хора, 1 танца с хором, 4 балетных номеров без хора, 4 дуэтов, мужского одноголосного хора и 26 элементов иллюстративной музыки. Якутская национальная опера, писал Жирков, находится только на первой стадии своего развития. Процесс эволюции музыкальной драмы Джулуряр-Нюргунбатор к оперному жанру будет и далее направляться и углубляться удачно сложившимся художественным тандемом творческих единомышленников Жирков, Местников, Амалон, Туралысов. Марк Николаевич продолжает постоянно совершенствовать музыкальную драму Джулуряр-Нюргунбатор и вносит новый музыкальный материал от сезона к сезону. Так, к февралю 1942 года появляется пролог, сцена Туяры-Мыко и подруг в Урасе, увеличивается состав оркестра и делается дополнительная оркестровка. Героический дух музыкальной драмы Джулуряр-Нюргунбатор приобретает особое патриотическое значение для народа в годы Великой Отечественной войны. Спектакль звучал жизнеутверждающим символом грядущей победы. Он пользуется необычайной всенародной любовью, и люди шли на спектакль снова и снова, приезжали из дальних улусов, чтобы еще раз встретиться с любимыми героями Олонхо. Легендарным в истории театра стал 100-й спектакль Джулуряр-Нюргунбатор, состоявшийся 20 марта 1943 года с небывалым воодушевленным подъемом. Республика широко отметила это событие, несмотря на тяжелую ситуацию военного времени. В этот день зрители приносили с собой по полену для печного отопления театра. Переполненный зал не мог вместить всех желающих зрителей. По инициативе Марка Жиркова и Василия Местникова в честь 100-го спектакля «Нюргунбатор стремительный» театр и государственный хор собрал средства на сооружение танка
Джолурияр Нюргул-Ботур в танковой колонии «Красная Якутия». В 1944 году, благодаря инициативе Жиркова, музыкально-вокальный коллектив преобразуется в самостоятельный от драматического театра Государственный музыкальный театр-студия с программой трехгодичной студии по типу среднего учебного заведения с созданием музыкального репертуара. Впервые открывается в этом же 1944 и детская музыкальная школа для будущих музыкантов, вокалистов и кадров балета. Все эти меры были необходимы Жиркову для создания первых оперно-балетных спектаклей и якутской симфонической музыки. Он планировал Джолурияр Нюргул-Ботур доработать до оперного жанра и с этой целью добивается длительной творческой командировки якутских деятелей и одаренных артистов в Москву. В масштабной работе он привлек большую группу московских композиторов. Плодотворное содружество увенчалось масштабным результатом. За 2 года, с 1944 по 1946, написано более 200 произведений, которые ранее не знала якутская музыка, в том числе 2 оперы, 2 балета, песенные, камерно-инструментальные, хоровые, симфонические, вокально-симфонические произведения. Огромная, самоотверженная работа композитора, начатая им в 1936 году с создания национального хора, подошла к своему поворотному моменту, к рождению профессионального оперно-балетного театра. Уже с весны 1946 года начался организационный этап работы. В разных городах страны идет набор музыкантов для укомплектования симфонического оркестра, закупаются музыкальные инструменты и материалы для предстоящей грандиозной работы. На балетном отделении были дополнительно обучены 55 студийцев для массовых танцев. Музыкальный театр-студия приступает к постановке сразу 2 произведений, которые Марк Жирков создал совместно с Генрихом Летинским: опере-балладе «Нюргул-Ботур» и балету сказки «Сир-Семеге» «Полевой цветок». Каждый из спектаклей осуществлялся в 4 актах и 6 картинах. В основу оперы был положен готовый материал музыкальной драмы Жиркова. Преобладание компонентов первоисточника создало совершенно новую и уникальную разновидность самостоятельного жанра оперы Аланхо, в котором отражено традиционное сочетание речитативного монолога с музыкальным. В блестящей симфонизации предстает высокий певческий стиль Олонхо Джерети в особенно мощном новаторском звучании хора богатырей. В опере сохранен характерный гортанный призвук в лысах. Это национальный звукотембровый колорит, поэтому опера Аланхо остается доступной лишь певцам, владеющим этой вокальной техникой аланхасутов. Широко использован и претерпевает трансформацию в опере и стиль дегеренере с более развернутой мелодикой, на котором выстроены хоровые и оркестровые номера, характерные персонажи Олонхо оперы. Впервые вокальными партиями становятся Тюня Могол и Кюнкюбей, родители Туярамы Ко. Эстетика эпического музыкального мировосприятия с ее величественной богатырской героикой и глубоко гуманистической идеей торжества добра над злом получает яркое воплощение в опере Нюргул-Ботур. Живописность народной фантазии, которая охватывает эпическое пространство 3 миров – верхнего, среднего и нижнего, и вместе с тем проникновенный драматизм и лиризм человеческих чувств, гротескная комедийность галереи образов представили панораму и философию народной жизни во всех ее проявлениях. К работе над оперным спектаклем режиссер Василий Местников привлек специалистов по истории якутского народа, знатоков фольклора, научных работников. Художник Георгий Туралысов воплотил причудливый фантастический мир Олонхо, максимально используя тексты самого Олонхо. Музыкальное руководство постановкой осуществлял дирижер Михаил Бенедиктов, концертмейстер Полина Розинская, Евгения Кутовская, концертмейстер оркестра Акива Земель, балетмейстер Ольга Зимина, консультант Олонхо-Суд Сергей Зверев. В главных и сольных партиях
выступили артисты, имевшие уже большой опыт, и новые кадры театра-студии. Особое звучание получила партия ТРМК Анны Егоровой, заявив высокий уровень профессионального мастерства. Премьера оперы-баллады Нюргунбота, Жукова и Летинского состоялась 25 июня 1947 года. В концертном варианте представлена и вторая опера «Сыгый Корностыр» этих же авторов в исполнении солистов радиокомитета и Жирковского хора. Премьеру первого национального балета сказки «Сирсе-Меге. Полевой цветок» якутяне увидели 29 июня. Либретто написал Солуна Малон по мотивам народной сказки «Старушка Биберекень с 5 коровами». Балет повествует о девушке, рожденной из цветка, олицетворяющей красоту, любовь и силу родной земли. Постановку балета осуществил Владимир Климов на основе фольклора, претворив его в лексике классического танца. Якутские народные танцы ярко представлялись в обряде сватовства, шаманского камлания, в танцах стерхов, духов деревьев и фей. В отличие от оперной, балетная постановка не имела предшествующей истории, и почти никто из участников не знал и не видел балет. А «Сирсе-Меге» насчитывал почти 100 исполнителей. В главных партиях выступили «Сирсе-Меге» Аксинья Посельская и Нинель Сильванович, охотник Харахсенберген Иннокентий Христофоров и студент-стажер Лаврентий Микурдянов, шаманка Тимир-Джигелик Мария Жарницкая. Аксинья Посельская вспоминала: «У нас не было ни грима, ни пудры, а балетные туфли для твердости замачивали в сахаре, сами шили костюмы из марли, крашеной марганцовкой, чернилами, зеленкой, а из кулей шили торбаса. Украшения делали из американских консервных банок». Заместитель директора театра-студии Всеволод Студенцов вспоминал: «Приходилось фантазировать и изобретать. Балет очень красочно оформил художник Никольский. Но не обошли нас и курьезы. Так бусы для женских костюмов, изготовленные артистами из хлебного мякиша, накануне премьеры были съедены мышами. Пришлось заново лепить их, добавив в мякиш керосин. Зато премьеры анонсировались разноцветным дождем листовок, сброшенных на город». Дирижером-постановщиком балета выступил артист оркестра Владимир Борисов, высоко оценивший музыку балета. Неизгладимое впечатление оставляет пробуждение природы. Глубокой мечтательностью веет от музыкальной картины утреннего рассвета. Легким лиризмом и напевностью насыщен любовный дуэт. Мужественным и решимостью дышат пляски охотников, виртуозным блеском наполнены вариации девушки полевого цветка Сирсе-Меге, изящны и игривы танцы лесных зверей. Великолепную демонстрацию танцев являет собой и четвертый акт. Первые оперы и балет являлись основным событием юбилейной декады театрального искусства в Якутске в связи с 25-летием автономии СССР. Только в одном июле показывались 18 спектаклей Нюргуна и 15 Сирсе-Меге. Титаническая работа, проведенная Жирковым, наконец подошла к гигантскому прорыву и ознаменовала вершину первого десятилетия становления профессионального музыкального театра, и он был готов к следующему эволюционному этапу. Для этого композитором и его сподвижниками к этому моменту были созданы все основные компоненты музыкального театра: обучающий процесс театра-студии, укомплектованная оперно-балетная труппа общей численностью 239 человек, полнометражные 2 оперных и балетный спектакль, концертный репертуар, симфоническая и инструментальная музыка разных жанров. Отныне Якутия могла гордиться своим национальным профессиональным музыкальным искусством и на всероссийской арене. Как член Союза композиторов РСФСР, Марк Николаевич в декабре 1947-го, январе 1948-го участвует в совещании композиторов автономных республик в Казани с докладом «Оперно-балетная и симфоническая культура якутского народа». Но композитору пришлось пережить неожиданный удар, из-за которого музыкальному театру-студии
не удалось даже закрепиться на своих с таким трудом завоеванных позициях. Постановление ЦК ВКПБ СССР от 10 февраля 1948 года об опере «Великая дружба» Мурадели стало сигналом для руководства во всех республиках для выявления формализма на местах. Обнаруживаются они и в Якутии, в песенном творчестве мелодистов и в музыке самого Жиркова, как тормозящие дальнейшее развитие якутской вокальной культуры. Обвинялся и автор либретто Амалон в мрачной мистике, в отсутствии активных действий в Туяр-Мыко, и тем более Нюргуна, как пассивного исполнителя воли потусторонних духов и так далее. Приказом номер 30 Управления по делам искусств СССР от 15 марта 1948 года Якутский музыкальный театр-студия переживает большое сокращение, а в марте 1949-го ликвидируется. Так молодому музыкальному искусству республики был нанесен сокрушительный удар, уничтоживший все достижения, отбросив его назад. Распускается с таким невероятным трудом сформированная Жирковым труппа, только часть артистов переводится в состав вновь реорганизованного Якутского государственного музыкально-драматического театра и позже сокращается. Весной, в мае, еще удается выпустить премьеру второго балета «Бахчисарайский фонтан» и концерты со сценами из опер Евгений Онегин, «Русалка», балета «Спящая красавица» с участием выпускников и студентов театра-студии. Несмотря на различные обращения, единственное, что удается Жиркову, это спасти обучающихся студийцев. С осени 1948-го они переводятся и прикрепляются к художественному училищу, преобразованному в музыкально-художественное. Благодаря этому отвоеванному у руководства республики Жирковым компромиссу обучение его кадров продолжилось, а позднее музыкальное отделение выделится в самостоятельное музыкальное училище. С наступлением нового 1949 года музыкальная труппа театра дополнительно сокращается и окончательно погружается в глубокий, длительный кризис, одни концерты и круглогодичные гастроли. Трудно представить, как пережил композитор уничтожение дела всей его жизни, сокрушивший здоровье могучего титана, выдержавшего гигантскую нагрузку, сверхчеловеческого напряжения в переплетениях идеологического диктата и дилетантского контроля, политических репрессий в тяжелейшие военные годы. Успеет он еще сделать многое, но уже вне стен театра, вне стен своего родного музыкального коллектива. Как музыковед-фольклорист, как ученый и композитор. После мартовского приказа он ненадолго пережил свое детище, всего 2 года и 1 месяц. Весной, 17 апреля 1951 года, республика, якутский народ понесет невосполнимую утрату. Но могучие корни его поверженного древа, вопреки всему, исподволь будут прорастать и встретят уже без него не один раз свой звездный час.